Болгария входила в состав Османской империи. В результате победы России в русско-турецкой войне страна обрела независимость. 3 марта 1878 года был подписан мирный Сан-Стефанский договор между Россией и Османской империей. По силе Сан-Стефанского договора Болгария становилась самым большим государством на Балканах. 3 марта поднимают национальный флаг и возлагают венки к мемориалу неизвестного воина в Софии в память о болгарах, погибших в борьбе за освобождение Отечества. Также признательные болгары возлагают венки цветы к памятникам павшим за освобождение Болгарии русским, финским, румынским и осетинским воинам во всей стране. В результате русско-турецкой войны независимость получили Румыния, Сербия. Полунезависимость приобрели ряд других стран Балканского полуострова. В целом, если сказать о международных отношениях, эта война играла очень большую роль вообще в международных отношениях как-то. И самое главное, почему нас интересует эта война? Потому что осетинский народ, представители осетинского народа, они принимали участие и в Крымской скобках Восточной войны в 1853-56. Но особенно осетинские добровольцы, они отличились в русско-турецкой войне 1877-1878 годах. Дело было в том, что это было такое стихийное добровольческое движение, которое охватило и Северную Осетию, и Южную Осетию. Надо сказать, что во Владикавказе был сформирован известный, ставший как бы легендой, осетинский дивизион, который состоял из 2 сотен. Командиром дивизиона был ротмистр Арслан Мурза Эссиев. И надо сказать, что в этом дивизионе были действительно добровольцы, это понятно, но были люди с большим военным опытом. И с одной стороны, здесь были очень молодые, лет по 19 добровольцы, которые потом стали полными генералами. Я имею в виду Джамбулата Абацева, который был ординарцем известного легендарного полководца Михаила Дмитриевича Скобелева. Был его ординарцем, потом участвовал он практически во всех сражениях русско-турецкой войны. Известный турецкий военачальник Весель Паша именно в знак капитуляции дал ему свою саблю. Потом он служил во многих соединениях русской армии, в том числе и в конвое императора. Потом командиром полка принимал участие в русско-японской войне 1904-1905 годах. И надо сказать, что потом Джамбулат Абацев, командующий армейским корпусом, принимал активное участие в Первой мировой войне. Достиг чина полного генерала. Потом известный такой, очень много генералов дала вот эта война, и в том числе известный генерал тоже, вы знаете, Иосиф Харанов, который хотя бы известен по циклу передач, да и умер он в 1935 году в своем родном селе Ардон. Тоже надо отметить, что эта война дала очень много интересных, замечательных людей, которые принимали участие. Известный осетинский дивизион за свою храбрость получил Георгиевское знамя. Это высший знак отличия русской армии. И вот здесь у меня есть подробно, как давалось вот это знамя, подробно вся переписка. А вот здесь у меня перечисляются сведения о тех, которые принимали участие в этой войне. Но вы должны знать, что война шла на Балканском театре, это основной театр военных действий, где шли военные действия. И война шла на Кавказском театре. Вот здесь тоже большая часть тех дружин, полков, они состояли из Южной Осетии. Вот был известный Александропольский полк, большая часть были осетины. Был Ахалцихский конно-регулярный полк, который состоял из южных осетин целиком. Вот здесь служили такие герои. Вот у меня они там перечислены. Вот известный Эссе Газаев, который был награжден 3 знаками отличия ордена Святого Георгия. То есть, как сейчас говорят, Георгиевским крестом. Очень много, даже из моей фамилии очень много там участвовали. Поименно перечисляются вот их подвиги, Карс известный, где они отличились. Потом участвовали вот именно
во взятии Батума они участвовали. А после войны, вот это 200 дней Южных Осетин, они долго еще оставались в Аджаре, и только в 1882 году они вернулись к себе на родину. Какие сейчас отношения с Болгарией? Есть ли какие-то контакты? У нас очень близкие контакты. Вот мы говорили о Бинале Плеве, он был приглашен в Болгарию, там и он говорил, выступал по телевидению, вы знаете. Приняли очень хорошо, он привез с собой их послание вот, ко мне лично. Очень они так с дружелюбием приняли нас. Очень они дружелюбны. В смысле, вот это мои книги также он повез с собой, они познакомились и очень они были нам благодарны. Они в прошлом году пригласили нас на очень такую большую конференцию. Но, к сожалению, мы как-то не смогли поехать. И даже вот сейчас я приглашен, будет в ноябре тоже очень большая конференция в Софии или в Руси, я точно пока не знаю, но приглашен туда, мы говорим, сообщим вам это все обязательно. Существует, посмотрите, вот это все эти бумаги свидетельствуют о таком их интересе, представители болгарской интеллигенции, которые хотят установить с нами связь. И они очень патриотически настроены, всячески поддерживают Южную Осетию. Мы тоже так хотим, чтобы они хотя бы подействовали на свое правительство в деле признания Южной Осетии. Вот это тоже очень важный факт, потому что очень бывшие видные представители правительства Болгарии, они в этом заинтересованы. И, конечно, нужны необходимые какие-то усилия, которые бы оправдались хотя бы вот в этом деле. Есть там очень много памятников Осетинскому дивизиону. Так что эти памятники и в Плевне есть, в Филиппополе, от Адрианополя. Есть везде, где сражались, где шли самые наиболее ожесточенные сражения, там есть памятники Осетинскому дивизиону. Там он, и это Лович, известный город, там есть памятник, это Владикавказско-Осетинскому полку. Потому что был Владикавказский казачий полк, тоже, который большую часть состоял из осетин, и Осетинский дивизион во время военных действий прикомандировали к нему, и на том писался Владикавказско-Осетинский полк. Так что очень много свидетельств вот этой такой дружбы.